это куда-то по стенду, по книгам. Ну, я знаю, что фотографирую. А я думаю, тишина, чтобы услышать музыку. Это Шопен, весенний вальс из НР. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели благотворительного фонда «Кристалл». Сегодня, накануне встречи светлого праздника Пасхи, в чистый четверг, в этом уютном и тесном кругу друзей мы поговорим, попоем, почитаем стихи, поиграем в словесные игры, проведем хороводы, как в старину. 24 апреля мы с вами будем встречать светлый праздник – Воскрешение Иисуса Христа. Этот праздник чествуют все народы мира, все страны, каждый по-своему. И хочу еще сказать, что в этот четверг вода считается святой, чтобы вы знали. Итак, звучат колокола. Что собой представляют колокола? Вообще колокола, это милые люди, они чистят воздух на 20 километров. Поэтому колокола, которые звучат в Пасху, они особенные, потому что они приносят удачу и счастье. И вот сейчас наш хор «Урельер», мы попытаемся вместе с ними вам сделать уют и красоту нашей красивой, чистой Пасхи встречи. Пожалуйста. И пусть звучат колокола все громче и громче. Как звенели, пусть звенят. Не выключайте пока колокола. В Пасху удар колокола привлекает счастье. Пасха весной, кругом пробуждение. И ангелы в небе песни поют. Иисуса Христа славят Его воскрешение. Радости встреч на земле люди ждут. С любовью Господь всем дарует, свет всем дарует, в сердце покой, в душе чистота, птицы щебечут, народ весь ликует. Пусть освещает Иисуса звезда, праздник весною, поля расцветает, колокол в церкви звучит все сильней, радость в душе, как Творца прославляют, Христос наш воскрес, и стало светлей. И вот мы этот весенний наш, как говорится, красивый, светлый праздник, как его называют. Сейчас споем песню, которую называем «Королевство весны». Королевстве любви, честью, негой, победой.
исполнятся наши мечты. В сказку верим, поем я и ты. В королевстве весны, в королевстве любви, счастьем, негой, победой полны. В королевстве весны, в королевстве любви, счастьем, негой, победой полны. Браво! Итак, мы продолжим небольшое с вами путешествие. Садитесь по истории Пасхи, и поэтому мы сейчас услышим. К нам гости пришли, дорогие пришли. Включайте музыку. И так и пусть до конца, потому что все равно. А сейчас мы поговорим вот о чем с вами. Я задам несколько вопросов, а вы должны как бы ответить. Значит, атрибуты Пасхи. Первый вопрос. Что делали люди перед встречей Пасхи? Яйца красили. Закрасили еще. Уличили. Так. Сначала убираться надо. Так. Чисто четко. Да, правильно. Да, и такое, да, совершенно верно. Правильно. Следующий вопрос. Что такое Пасха? Праздник весны. Города изделия. Присловами города, изюм, может быть. Что такое вообще праздник Пасха? Не кулич это, имеется в виду праздник Пасхи. Встреча весны. Сходит святой огонь на везде, считаем. Так, теперь слушайте, что я скажу. Ну, во-первых, Пасха – это праздник воскрешения в первую очередь Иисуса. Дальше, главное – это дать дань и уважение традиции Богу. И обязательно молились. Так, и следующее – это торжество веры в жизнь и любовь. Вот что такое Пасха. Теперь следующий вопрос. Сколько дней празднуют Пасху? 3. 10. Нет. Пасху празднуют 40 дней. Запомните, на всю жизнь. 40 дней. Так, то есть вопрос остался риторическим для нас. Следующий вопрос. Какие праздники были необходимы? Дни и есть дни, которые перед Пасхой и после Пасхи. Так, вербное воскресенье. Вербное. Еще. Да, на Страстная неделя, особенно Страстная Пятница. Ну, это Страстная неделя, а самые крупные, это мы говорим такие более мелкие детали, но мы все равно. Так. Вознесение Господне, вот верное, да, потом Вознесение Господне 2 июня и Троица 12 июня. Следующий вопрос. Когда начинается готовиться к Пасхе? За неделю. Заранее. Нет. Чисто четверг. Вообще готовятся к Пасхе, и у всех верующих они готовятся когда? Нового года. Они начинают с Масленицы. Вот заканчивается только Масленица, и начинаются там различные дни, где кушать можно, где не кушать можно, моление и так далее. Следующее. На какие 3 ветви разделяется христианство? Так, православное, католическое, так, протестантское, это она не мусульманская, это другая. Так, да. Следующее. Участвовали ли дети в праздновании Пасхи и как? Да, участвовали, катались, Давали. Да, даже каледовали, это совершенно верно. Да. А? Они как ангелы эти дети. Просили яйца, Да, они, так, и еще они искали яйца, понимаете, еще яйца были.
И обязательно, так же, как и взрослые, молились. Дальше, следующий. Какие основные цвета были для крашения яиц и что они означают? Красный. Голубой. Красный. Так, красный. И кровь Иисуса. Голубой, совершенно верный. Это или символ, или синий символ истины. И еще один. Какой? Зеленый, совершенно верно. И зеленый символ плодородия. Вот основные. Нет, их много было, но именно это были как бы основные. И сейчас звучит хакасская музыка, пусть мы послушаем ее. Хакасскую музыку нам включите. Да громко. Она не будет звучать громко. Вот как звучит, так и пусть звучит. Пусть и на протяжении это. И нам сейчас, мы говорим о том, что вроде как будто русские только Пасху. Нет, мои дорогие. Все христиане разных национальностей празднуют Пасху. И, конечно, у хакасов тоже есть. И у них даже есть стихи, посвященные Пасхе. Упконова Фаина нам прочитает стихи. Ноға шүрем табрық сабытша. Хайдақ өрініс милі сақпша. Шарық көңлінні тұра қоны кіршен. Худайға пазырша пазох жем. Хары нах хылплаттық тадыр көгініктік. Көрімі көдірілік салы хаттық. Но мы не можем помочь, но я думаю... Так и хочется по-русски сказать. Ну скажите по-русски, пусть они послушают. Переведите маленько то, что вы сказали. Салахатых. Ах, худайы, алнындыши, нындырхылар. Тірік тигр хуросхас, сырлыглар. Значит, она впереди яички, крашеный разноцветный цвета радуги. И она, значит, им как бы молится, освещает их. Соберитесь, не переживайте. Я прям это самое. Давайте, пожалуйста, Похлопаем. тишину соблюдайте и поддержим, похлопаем. Итак, мы продолжаем. Мать – это защитница, оберегинушка своего дитя. Так мать Иисуса свою любовь отдавала сыну. Вот почему материнство воспевается в стихах, в песнях, живописи, скульптурах. Святые Марии, их много различные, мы можем увидеть на иконах с нежностью, благодарностью, которая любуется и любит свое чадо. И наша современность, современная мама, сколько бы ни было лет ребенку, бережно относится к своим детям. Так, пока не включайте их, вы встаньте, девочки, а вы не включайте, сразу первая половина сюда, вторые туда, быстренько. Так. Так. Так, чуть-чуть. Так, распределитесь, ага. Так. Ставьте Места нам маловато. Так, а теперь все, тишина. Приготовились, включите нам музыку. Вы пошли. Чеки, чичи, как сын.
дочурка, черноглазая моя, как послушаю тебя я, да чего ж наивная. Как послушаю тебя я, да чего ж наивная, он чей жазым парир, мине köklek hızıcam, çiçekleri listip turzam, küçük göksün hızıcam. Çiçekleri listip turzam, küçük göksün hızıcam. Похлопайте, Так, а сейчас пение птиц послушаем тихонечко. Вы слышите? Журчание. И птички поют. Значит, весна пришла в наш край. И вот сейчас на татарском языке Валентина Сардина прочитает нам стихи. Şazırı öskün, sürük boşoğlar. Şazkızı kelze ömün paşalar. Şurttan öskün minin şoğunum, şıldan şılga oğda başalar. Ağrıda öskün ulu ağastar. Alıcamını öğrendir şeyler. Ağırlık şoğunumdan doğassın, allık şu hem de şahsı bulup başladır. Теперь маленько, чуть-чуть перевод. Весной все расцветает. На полях что растет, все это, свет приходит, цветы и все. И мы с вами, девочки и мальчики, расцветаем. Всем хорошего здоровья. Благополучия. Она сама сочиняет эти стихи, поэтому она молодец у нас. И мы, конечно, как не славить нам маму. Даже сколько бы нам лет не было, правда, девочки? И жми. Нам чуть-чуть включите, а потом, так, девочки, вставайте. Только вокальные. Sarın pasapşam, Şoşinin pobazanda, Oman postapşam, Şastır zileste notar, Şazan şasaga, Şahayak şasakastar, Önençe saga, Önençe
остались перед концертом без баяниста, но не растерялись и все равно выступили, все равно довели концерт. Включи маленько, послушай. Слушай. Детская, правда? Зовет нас в круг, да? Попробуем отвечать на вопросы еще. Как дети, да? А мы поговорим вот о чем. Как празднуют дети, да и взрослые в разных странах. Вот на Украине и в России хозяйки красили яйца, пекли паски с изюмом, курагой. На Украине еще вышивали рушники и покрывали ее корзинку с угощением. Где у нас она? Мы можем показать. У нас корзиночка разварилась, но вот такой рушничок нам. Рушничком прикрывали, но у нас тоже есть, теперь у русских тоже есть рушники. Так. И потом в церковь носили, освящали и потом угощали. В Армении у них благословение было на 4 стороны. И потом они украшали деревья, значит, соломенными куклами. Это у нас Масленку, а у них, оказывается, там соломенные куклы вешали на деревья лентами, яйцами, а потом соломенных кукол сжигали и бросали в воду. У нас сжигают тоже соломенную бабу Масленку, а у них вот так. В Израиле это схождение святого огня благодатного, гроб Господня. Япония и Китай, они скромно, потому что там тоже есть люди православные, они тоже отмечают, но очень скромно, потому что у них немножко другое, но они так же, как и все. Соединенные Штаты Америки, люди уходят в отпуск, понимаете, вот уже сейчас они должны уйти в отпуск для подготовки и празднования Пасхи. А вот также и в Германии прятали в шоколадные яйца сюрпризы. Вы вот все детям же покупаете. Вот это пошло от Соединенных Штатов и от Германии. Вот, там были сюрпризы. Яйца, но это и у нас также есть. Яйца прятали, и дети должны были их найти в каком-либо гнезде. В игрушке какой-нибудь. Например, кролика. У них кролик, вот, например. Лисы, петуха, кукушки, журавля, глухаря. Это и понятно. Весна, прилет птиц. И мы споем песню «Чаевку ставим». Поешь вокальные штуки. Мы маленько отдохнем, и теперь снова начнем. Пошли. Вот и снова весной слышит трели птиц, день и ночь ветерок кружит и шумит, и мелодии звон радостно звенит. Это песня гусей над землей летит.
поговорим вот о чем. Слышите, какой красивый музыкальный сюрпризик? Русская песня звучит, да. Поговорим о приметах, которые перед Пасхой, а они уже идут. Пожалуйста. Первая примета. Какова погода на вербное воскресенье, такая погода и на Пасху, и на родительский день. Если Пасха будет дождливая, то весна будет дождливой. Пасмурное небо без дождя сулит холодное лето. Галя? А если ливень, то травы растут. И урожайный год будет. И все будет прекрасно, и расцветет все. Фаина. Гроза предвещает. А в Тульской губернии было вот такое, значит, примета, такая примета. Если на первый день Пасхи будет мороз или гроза, то урожай будет большой, тогда льна. Если не было бы грозы на всю неделю на Пасху, значит осень будет дождливым и пасмурным. А гроза вообще предвещает теплую позднюю осень. Так, дальше. Далее. Галечка. Забыла, да? Если растает снег на Пасху, вот урожайный. Такой богаче. Если снег на Пасху, то лето урожайное. Так. А еще есть такая примета. Если на Пасху ясный день, значит лето будет дождливым, но урожай будет богатым. Если небо затянуло облаками, значит ждите холодное лето. Молодец. А вот на Светлой Седмице водили хороводы и выявлялись пары. Вот оказывается, где идет-то суженый, ряженый-то вот они. Вот оказывается к Пасхе, на Пасху. И шло пасхальное целование и возгласы. Иисус воскрес, воистину воскрес. В разных областях нашей многонациональной и большой родины, вот, например, Брянская, водили хороводы, то есть хороводы. И был обряд, назывался Акаша, что означало начало весны. Обходили дворы, вот он правильно говорит, пели, каледовали. А вот другие народы еще делали, если можно было, но это, наверное, Закавказье все-таки ближе, объезжали дворы на конях. И так водили хороводы. Вот мы сейчас, как музыка нам дозволит, мы и приглашаем вас. Вставайте в общий наш круг. Так, мы пошли, а вы цепляйтесь за нас. Цепляйтесь за нас. Ну что, да, выходите. Не выходите. Давайте. Кто захочет, места хватит. И туда вставайте в общий хоровод, давайте. Хопа! Не испортите, заходите. Музыку маленько же слышно. Идем, и ручку даем. Сюда поворачивайтесь, лицом ко мне. Вот так, поворачивайтесь. Вот. И пошли. С другой стороны. А теперь посмотрите, как это делали в старину. Пошли со мной, одна она. Вы посмотрите, как это делали раньше. Сейчас
потом они в круг делают. Вот и пары образовывались, вы знаете, вот они. И потом жарили яйца и... Спасибо большое! Вот так образовывались пары. Молодцы, молодцы. Плохо, что нету звука. А если бы был звук, знаете, как здорово это было. Вот. Вот при таких обстоятельствах образовывались пары. Вот. И затем становились, ну, кто-то муж и женой. Так. Но природа берет свое. И поэтому мы прославляем свой край, свою родину, страну. И поем песни прекрасные, хорошо, Георгия Челбаракова. И что еще я хочу сказать? Ну, сейчас музыку так. Вот видите, какой-то набережь, да? Частушечный. И попеть можно. Попоем потом, да? Так. Значит, мы поговорим вот что. Во что верили люди. Что с приходом весны и Пасхи, которая несет радость и благо, народы разных национальностей сплачивались, и этому способствовали традиции Пасхи. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы где идут вокальные войны, чтобы вот именно в Пасху объединились. И вот эти традиции бы стали сильными, яркими, и люди бы стали мирными, дружными. И поменялось наше мышление на хорошее, чистое, светлое. Так вот,
у меня такие вопросы опять к вам. Что? Так, символ Пасхи. Яйцо, конечно. Так, что означает скорлупа? Что означает скорлупа? Почему именно так вот они сделали? Итак, слушаем. Что означает скорлупа? Так. Это как бы камень, который прикрывал вход в скалу. Но она же потом в пещеру, даже скала в пещере. Так, но она же потом отваливалась. Вот так же и камень скорлупы, как камень, отваливался. И яйцо это что еще? Яйцо это что? Конечно, это жизнь. Это жизнь. Яйцо это, да, вот оно символирует. Поэтому это не просто так. Все это вот именно приурочено. И таким образом у нас складываются различные традиции, обычаи каждого народа. Так, дальше. Почему бьются в яйца? Или иногда говорят, битва яиц. Вот часто можно услышать такое. Как вы думаете? А? Не знаю. Битва яиц означает, это битва добра и зла. Добра и зла. Разбитое яйцо, это считалось зло. И вот если крепкое яйцо было, то это считалось оберег. И бабушки берегли эти яйца, которые твердые, прямо до родительской, ну раз 40 дней идет, все время держали. То есть они оберегали, и скорлупу, если она освященная, ее тоже она как оберег была для людей. Так. И вот сейчас, раз они от порчи, от сглаза, ну-ка, девочки, раздайте-ка яйца нашим милым, дорогим зрителям и себе. И не забудьте нашего Сергея Александровича Нагашева, нашего оператора, тоже дайте ему. Ну, мы тут два в одном. Одновременно как яйцо, и в то же время как Пасха сладкая. Спасибо. Спасибо. Так что берите. Спасибо. Биться будем? Да. Берите. Ой, здесь пропустили. Поняла. Угощайтесь. Включи что-нибудь там, чтобы поярче звучало. Какую? Никакая не идет. Да, не слышно. Ну, вот такое бывает у нас. Так что извините, жалко, что нету баяниста. Вот если бы мы с вами дружненько взяли бы администрацию и сказали, верните Николая Александровича Журавского, чтобы он к нам пришел сюда. Нам он очень нужен. Он нам очень много сделал. Он сделал нам фонограммы. Он приносил нам различную аппаратуру. Он прекрасный в баянистском плане, что быстро аранжировочку делает нам. И вообще, человек, который знает хакасские традиции. Да, он работает, во-первых, в Аскизе 2 коллектива хакасских. Он ведет 2 коллектива в Варшаве. Потому что баянистов с такой спецификой у нас стукнем в Хакасии. Нет, это очень мало. 2 человека, которые непосредственно занимаются именно у них своим коллективом, своим традицией, своим есть, понимаете, язык. Поэтому Куда унести? верните нам баянистов. Мы же все с тараканами. Ну ничего страшного. Мы имеем право ошибаться, мы люди. Вот. И поэтому я считаю, что можно иногда простить. Тем более сейчас, как раз сегодня мы просим, девочки, встанем, просим у всех прощения. Если что-то где-то не так, то простите нас всех, и администрация будет простить нас. Но мы стараемся делать так, как надо делать. Сегодня действительно, как говорят, не прощенные, но сегодня в чистый четверг мы от души все просим прощения у всех и всех. Так, большое спасибо, девочки. И теперь, значит, конечно, без подруг не обходится ни одно свадебное гуляние. И вот эти вот, которые мы в Пасху идут целования,
в одну щечку, в другую в губы, вот появилась именно в пасочные вот эти праздничные дни. И образовывались пары. И вот мы сейчас, как подруги, споем песню о Реме. Нам чуть-чуть включи. Тихонечко, только вокальная. А потом подойду тебя. Ой, тигерный, шилты sana, saylık çolunca, min paşam ipti, o sana sarayın şarızı, sulaşalar sağıstı saybi, o sana sarayın şarızı, sulaşalar sağıstı saybi. Когда звездочки в небе заблестят, тихой реченьке я иду опять. Вспоминаю я твои глаза, юность черноглазая моя. Hayda zinandı, öğrensin minin, hayda doğusta, isterşezin nam, hara harahtı abahayim, hara şibek sastı hılganim, hara harahtı abahayim, hara şibek sastı hılganim. По какой тропе бродишь ты в тиши, с кем разделяешь ты все свои мечты? В снах я глажу волосы твои, слышу чудный голос твой вдали. Хара харахты абахаим, хара шибек састы хынганым. А вообще, Пасха – самый светлый и удивительный праздник. Он наполняет человеческие души безграничной любовью, радостью и счастьем. Этот праздничный концерт посвящается воскрешению Христа и дарованию людям вечной духовной жизни. Дай здоровья, Боже, и удачи, мира и благоденствия на нашей планете всем людям. И вот сейчас я буду акапельно петь одну песню, потому что баяниста нет. Вы можете поддержать. Меня будут поддерживать мои параллели. Кружится, как пушинка, в космосе Земля, средь бесконечной вселенной, как она мала. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца.
забыть раздоры, вспомнить о любви, что по земным просторам радости мир сошли. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, и счастье вам на века. Любит Отец Небесный всех людей с земли. Так поспешим в тот чудесный край его земли. Поднимали люди, дайте руку, возлюбите друг друга, люди, возлюбите друг друга, люди, возлюбите друг друга, и счастье вам на века. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, и счастье вам на века. Пусть будет так, пусть будет мир, пусть принесет Господь нам мир и уразум всем людям на земле. Большое вам спасибо. Встречайте светлую Пасху, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли. И хорошо, прямо не было у нас, конечно, аппаратуры какой надо, но вы были молодцы. Спасибо вам большое. И моему коллективу спасибо. Спасибо оператору Сергею Александровичу Майнагашу, всем, кто принимал участие. Зинаида Даниловна, на эти